На Абаза ТВ время новостей. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. В интервью Абаза ТВ и АГТРК первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко о самых актуальных вопросах российско-абхазского сотрудничества. Для будущих шеф-поваров в столичном многоотраслевом колледже прошла консультация по участию в квотной кампании на 2026 и 2027 год. Юношеская футбольная команда «Алмаз» из Сочи стала чемпионом Кубка памяти Никиты Симоняна. Президент Абхазии Бадыр Гунба принял делегацию из Турецкой Республики во главе с Ивуазом Атрышба, недавно избранным главой Федерации абхазских культурных центров. На встрече присутствовал вице-президент Беслан Бегвава. Шара хайхашна пызлашка свой дара ус агрцаску ус ходу. Агрогрешоваз ажлар помте уй турыхла градзана год. Хаззиги абрталхрапа рыцклапшон яхтахон яхагыло хатардагры яхагыло хара хажлар яхагыло уйо. Абри хари эйкурхани хамо айзер хара мипызгаши яцташа убаз шако гургана хако дачызныги шудыс нахало хадзбзи алжга шарай нугзалаги апсны шазхаон аджиба зыжбахи скифи пшини жужу пшини жаха бяшук скрызы ажлара хламзах дудза одеври истагылаз шара аган шабагалны Шаным хадзит, шижлар шрылагаланы, аджибаш битши и бышит, и ха ветеранки яхасывлаги табуб хашасфал, шара игыло бипарапа, чарпштус шзарзафо, абраганысафо. Хара хагургана хайта, рабха араханаво, узкий бзе лахбой, айузаипш, айхабипш хайво, Ucu sara ara federasya ehbi ixlasal ari sarzvan dara kaçakı aha sugula dara yüzkupho avusyo ya toku izi toku yipş halaganı yılısına halaganı urgi vav hatke hav ari avuski dara yipşsana dara yipşsana Во время своего рабочего визита в республику первый зам руководителя администрации президента России Сергей Кириенко дал интервью телеканалу Абаза ТВ и Абхазской государственной телерадиокомпании. Он ответил на самые актуальные вопросы российско-абхазского сотрудничества. Целью является достижение двух задач. Первое. Нам необходимо долгосрочное стратегическое партнерство и дружба с Абхазией и с абхазским народом. Мне кажется, что в Абхазии, в политике Абхазии есть всего две фундаментальные глубинные идеи, которые затрагивают почти все общество. Первая идея – это идея, связанная с тем, что долгосрочная суверенитет, стабильность, безопасность Абхазии возможно только в партнерстве с Россией. Это понятная, фундаментальная идея, которая поддерживает практически все общество. Ну, и это правда, да? Значит, а вторая идея связана со страхом, связанным с тем, что чрезмерное объятие с Россией может привести к тому, что Россию проглотит. Правда тоже, да? Значит, конечно, я понимаю, что с учетом истории основания для этого тоже существуют. Да? Тоже существуют. А дальше все, и никакой третьей глобальной идеологической концепции или такой программы, подхода не существует. Я вижу, как целый ряд правильных, понятных решений, и мы видим, что наши партнеры с абхазской стороны
разделяют. То есть нет никакого непонимания, нет никаких там противоречий. То есть мы понимаем, что это надо сделать, и наши коллеги понимают, что это надо сделать. И решение откладывается. Оглядывается. Да, а причина очень простая. Потому что как только ты это начнешь делать, тебя тут же атакуют. Мой опыт за эти полгода говорит о том, что в 99% случаев, когда возникали разногласия, это означает, что мы просто не удосужились послушать друг друга. И если про рецепт, что с этим делать, у меня есть два ответа. Первый ответ – уметь ставить себя на место другого. Да? Уметь ставить себя на место другого. Это очень сильно помогает. Все-таки для меня судить о том, что существует в абхазском обществе, надо не по телеграм-каналам. Но смотрите, вопрос, который вы задали, да, он действительно непростой, потому что он и в Абхазии обсуждается, и в России он обсуждается. Могу попробовать дать свой ответ. Интервью с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко смотрите на канале Абаза ТВ в 21:00, а также на сайте abaza.tv онлайн и на нашем YouTube-канале. О международной политике. Требования Грузии к России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии для восстановления дипломатических отношений ущербно и нереалистично, заявили в МИД России. Тбилиси придерживается занятой еще режимом Саакашвили позиции об увязке возобновления дипотношений с отказом России от признания Абхазии и Южной Осетии. Это ущербное для самой Грузии и нереалистичное требование. Москвой подчеркивалось, что решение о признании государственности республик необратимо, сообщили в дипведомстве газете «Известия». Позиция МИД России объективно отражает существующую сегодня ситуацию. Выдвигаемое Тбилиси предварительное требование об отказе от признания Республики Абхазия в качестве суверенного и независимого государства Российской Федерации лишает диалог конструктивной основы. Признание России суверенитета Абхазии в 2008 году является правовым и политическим фактом, учитывающим исторический контекст и волю абхазского народа. Вопрос о статусе Республики Абхазия не подлежит обсуждению. Основным препятствием для нормализации ситуации остается политика Грузии, направленная на международную изоляцию Абхазии и блокирование любого взаимодействия. Об этом говорится в комментарии заместителя министра иностранных дел Абхазии Одиссея Бигвава в связи с публикацией в «Известиях» материала со ссылкой на комментарий МИД России от 3 декабря. Для нормализации отношений с грузинской стороной необходимый конструктивный подход, отказ от ультиматумов и прекращение политики блокирования диалога, отмечает замглавы МИД Абхазии. Архан Шамба освобожден от исполнения обязанностей торгпреда Абхазии в России. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина. Распоряжение подписал премьер-министр Владимир Делба. До назначения нового главы торгпредства руководство деятельностью представительства возложено на министра экономики Абхазии Тимураза Миквабия. Архан Шамба был назначен торговым представителем Абхазии в России 25 октября 2024 года. Уголовное дело по факту убийства Алии Гурцкая направлено в суд для рассмотрения по существу. Прокуратура Ачимчирского района завершила расследование уголовного дела по обвинению Чачуа Беглара Бадревича в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 99 УК РА, сообщается на сайте Генпрокуратуры. Чачу обвиняется в том, что 2 марта 2025 года примерно в 13:00 в лесном массиве села Баслах Ачимчирского района в результате внезапно возникшего конфликта с Гурцкой Алией Владимировной обмотал ей шею металлической проволокой и задушил. Убедившись, что Гурцкая мертва, в целях инсценировки самоубийства подвесил ее тело с обвязанной на шее проволокой к ветке ореха и скрылся с места преступления. Уголовное дело направлено в Ачимчирский районный суд для рассмотрения по существу. Военная прокуратура и Минфин выявили нарушения в деятельности Государственной миграционной службы. Также обнаружены недостатки в работе Управления миграционного контроля ГМС в некоторых районах, сообщает Генпрокуратура. Проверялось соблюдение миграционного, бюджетного, налогового и иного законодательства за период с начала 2024 года по июль 2025. В миграционную службу внесено представление о необходимости мер для повышения работы службы, укрепления дисциплины и повторения нарушений в будущем.
МВД Абхазии усиливает борьбу с незаконной рубкой хвойных деревьев и продажей пиротехники. Вице-премьер-министр внутренних дел Роберт Киут провел оперативное совещание, посвященное вопросам охраны лесного фонда республики. Смотрите материал пресс-службы МВД. Так, уважаемые коллеги, согласно распоряжению премьер-министра в преддверии новогодних праздников есть поручение по работе с борьбой незаконной вырубкой хвойных деревьев. Обязательно необходимо усилить работу и, помимо всего прочего, необходимо нам провести комплексные мероприятия, как мы проводим ежегодно, по пиротехнике, которая реализуется у нас в торговых точках и различных других местах реализации. Султан Георгиевич, доложите по ситуации, что вы планируете по этому вопросу. Товарищ министр, во исполнении распоряжения Кабинета министров Республики Абхазия от 1 декабря 2025 года Министерством внутренних дел, а также Государственным управлением лесного хозяйства и Государственным комитетом Республики Абхазия по экологии и природопользованию будут проводиться ряд мероприятий. Данные межведомственные мероприятия носят ежегодный характер, в рамках которых осуществляются рейды, посты и проверки, в ходе которых мы выявляем незаконно заготовленные хвойные деревья. И они подлежат изъятию, а люди привлекаются к административной и где-то к уголовной ответственности. Кроме того, в преддверии новогодних праздников мы бы хотели предупредить всех, что Министерство внутренних дел будет проводить работу совместно с государственным госстандартом, будут проводить рейдовые мероприятия, направленные на предупреждение несчастных случаев, обеспечение безопасности граждан при приобретении пиротехники. Данные мероприятия тоже носят систематический характер, мы их проводим каждый год. Эти проверки будут проводиться в ларьках розничной торговли, на рынках, во временных палатках. Ну и также мы будем привлекать людей к ответственности, которые не имеют документов, сертификата качества Государственного таможенного комитета, что они прошли все процедуры, которые положены для осуществления реализации данной продукции на территории Абхазии. Необходимо ориентировать все районные подразделения, как мы делаем это ежегодно. У нас основные проблемные участки, мы знаем, это район Мамзышки, Рыцинское ущелье, заповедные зоны, Кулурыбский район. Ориентировать наш оперативный состав на то, чтобы работали по предотвращению незаконной вырубки хвойных насаждений. Уже такого рода информация, насколько я знаю, у нас поступает с Гагры. Там я лично давал команду, чтобы провели усиление, открыли пост. Он действует. Такое же мероприятие нужно проводить по всем районам. Возьмите под личный контроль данную работу. Что будет сделано? На Кадорском ущелье есть пост, который будет усилен. Ну и на Мамзычке мы тоже людьми поможем, сотрудниками центрального аппарата, который будет проводить рейдовые мероприятия именно по выявлению тех лиц, которые будут вырубать. Глава администрации Сухума Тимур Агрба подписал распоряжение о ликвидации муниципального унитарного предприятия «СУЭС». Решение принято в рамках реализации требований статьи 23 Закона об электроэнергетике, согласно которому Кабинет министров обязан обеспечить перевод объектов электроэнергетики, находящихся в муниципальной собственности Сухума и районов республики, в республиканскую собственность с последующей передачей их в хозяйственное ведение единого оператора передающих и распределительных сетей. Постоянно действующая комиссия по избранию депутатов молодежного парламента при Народном собрании парламента республики объявляет о начале приема заявок для выдвижения кандидатов в депутаты, сообщает пресс-служба парламента. Заявки и необходимые документы принимаются в течение 1 месяца с даты первой официальной публикации данного объявления в СМИ. Кандидатами могут быть граждане Абхазии в возрасте от 18 до 30 лет, активно участвующие в общественной жизни, имеющие достижения в образовании, науке, культуре, спорте или молодежной политике. Цели молодежного парламента – содействие реализации государственной молодежной политики, вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь страны, подготовка предложений по вопросам, затрагивающим права и интересы молодого поколения. В столичном многоотраслевом колледже прошла консультация по участию в квотной кампании на 2026 и 2027 учебный год для будущих шеф-поваров, желающих обучаться в Институте гастрономии Сибирского федерального университета по квоте правительства Российской Федерации. Подробности в репортаже Алисы Адлиба.
Институт гастрономии Сибирского федерального университета – это первый в России максимально практикоориентированный образовательный проект, дающий высшее образование для специалистов в сфере ресторанного бизнеса. Это единственный в России кампус французского института. Обучение длится 4 года и включает в себя как практические, так и теоретические знания. Выпускники могут похвастаться знаниями французского и английского языков, а также практикой в мишленовских ресторанах. Студенты многоотраслевого колледжа получили уникальную возможность обучиться в Институте гастрономии. На это выделено 5 квот. Цель нашего визита сегодня к вам – это проинформировать и дать вам информацию о том, что и у вас есть возможность поучаствовать в квотной кампании и пойти обучиться в российский вуз, а именно в Институт гастрономии Сибирского федерального университета по квоте правительства Российской Федерации бесплатно. Сейчас у нас до 15 декабря проходит первый этап отбора. Это непосредственно самостоятельное дистанционное заполнение заявки на сайте educationrussia.com, где каждый кандидат может заполнить заявку и подать минимальный пакет документов. Путь к знаниям терниста. Об этом рассказал шеф-повар Шамиль Кылыч. Он с 15 лет в ресторанном бизнесе. Мечтой этого парня было обучение в Институте гастрономии. Однако жизнь сложилась иным образом, и теперь он сам помогает молодым ребятам испытать удачу. Шеф также отметил, что ресторанный бизнес в Абхазии становится востребованным из года в год, поэтому у наших студентов есть прекрасная возможность обучиться в Институте гастрономии, который считается одним из ведущих мировых учебных заведений в этой области. Хочу вам сказать, что это есть огромная возможность на сегодняшний день тем, кто хочет научиться готовить, научиться быть шеф-поваром. Это самая реальная возможность стать тем, кем вы хотите стать. Я вам объясню такую одну вещь. Не у всех есть такая возможность. И каждый раз, когда у вас получается что-то сделать в своей жизни, и вы уходите чуть в другую степь, подумайте о том, кем вы хотите стать на сегодняшний день. Более того, мы понимаем, что порой профессия повара в таких странах, как Абхазия, Северный Кавказ, либо Южный Кавказ, считается не совсем такой, интересной, но на самом деле это нечто совершенно другое. Сейчас в Институте гастрономии Сибирского федерального университета обучаются 3 студентов из Абхазии. Они вышли на связь и рассказали участникам об особенностях обучения, а также провели небольшую экскурсию по кампусу. Здесь очень хорошо. Здесь у нас проходят теории, практика. В теории мы изучаем ценообразование, калькуляция, мы изучаем языки в неделю по 3-2 дня, то есть мы изучаем английский и французский. Также у нас такие предметы, как введение в профессию, ценообразование, калькуляция. Здесь есть такие могут приятно провести время и хорошо отдохнуть. А здесь проходит практика. Здесь весь день. Подать заявку на обучение в Институте гастрономии Сибирского федерального университета можно до 15 декабря. Для этого необходимо собрать пакет документов, включающий в себя зачетную книжку об успеваемости студента. Алиса Адлева, Турни Камичпа, Абаза ТВ. Герой Абхазии, доктор исторических наук Асланбек Мирзоев отмечает свой день рождения. После выпуска новостей смотрите передачу «Биографический салон» с участием Асланбека Мирзоева. Новости Абхазского госуниверситета. Состоялась защита кандидатской диссертации Константина Амкваб на тему «Публично-правовые аспекты стратегического планирования социально-экономического развития в Российской Федерации» на кафедре государственно-правовых дисциплин Высшей школы правоведения Института государственной службы и управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России. Как сообщает отдел информации и медиакоммуникации АГУ, в рамках исследования сформулирована публично-правовая концепция стратегического планирования социально-экономического развития как особой функции публичного управления. Советом отмечается, что в работе также определены ключевые направления совершенствования стратегического планирования социально-экономического развития и разработаны предложения по повышению качества его правового регулирования в России.
Визит студента в Абхазии в Кабардино-Балкарию. Студенты Абхазского госуниверситета на протяжении 8 дней находятся на базе Кабардино-Балкарского государственного университета имени Бербекова, где для них организована насыщенная образовательная и культурная программа. Делегацию АГУ возглавляет проректор по международным связям и экономическим вопросам Максим Гвинже. Программа визита нацелена на укрепление связей и предоставление студентам разностороннего опыта. В нее входят цикл лекций, семинары и активная проектная деятельность, направленная на развитие практических навыков. Кроме того, для гостей проходят спортивные мероприятия. Ребята смогли встретиться и познакомиться со своими соотечественниками, которые обучаются в КБГУ и Кабардино-Балкарском государственном аграрном университете. Спектакли «Русдрама» в Москве собирают аншлаги, рассказал «Спутник» гендиректор театра Ираклий Хиндба. Большие гастроли в российской столице начались 1 декабря. Уже сыграны спектакли «Пастух Махаз» и «Отцы и дети» на сцене Малого театра. Уважаемая аудитория, «Спутник Абхазии», мы в Малом театре на замечательной сцене, сцена на Большой Ордынке, где продолжаются наши большие московские гастроли. Сегодня мы сыграли спектакль «Отцы и дети». Знаете, я был счастлив тому, что зал был переполнен, не просто полон, он был заполнен до отказа. Все ярусы были забиты, партер, все ложи. И что меня порадовало, было много школьников, которые, не шелохнувшись, смотрели спектакль на протяжении почти 3 часов. И в конце была удивительная овация. Вообще большая честь играть спектакли на сцене великого Малого театра. И мне кажется, то, что мы это осознаем, и актеры ощущают эту атмосферу, и ответственность, которая на них лежит, позволяет нам играть спектакли на хорошем уровне в Москве. Я очень рад, что первые 2 дня прошли с успехом на аншлагах. Завтра, 3 декабря, мы играем в спектакль «100 лет одиночества». Тоже будет полный зал, аншлаг. А 4 декабря мы переместимся в театр на Страстном и сыграем там сразу 2 спектакля. Последний из ушедших и «Земляник». Я благодарен коллективу нашего театра, всей нашей команде и зрителям, которые нас любят и которые заполняют каждый день большие театральные залы в Москве на наших спектаклях. Мы скоро вернемся домой, а пока наш театральный полет в Москве продолжается. Вице-премьер и председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Таращ Хакба приглашает на матч. 5 декабря стадион «Динамо» в Сухуме станет центром футбольного праздника. В этот день на поле выйдут лучшие футболисты сборной ФНЛ и сборной медиа-футбольной лиги. В составе обеих команд сыграют футболисты из Абхазии. Событие организовано Федерацией футбола республики совместно с ФНЛ в рамках развития сотрудничества и новых футбольных проектов. Дорогие друзья, 5 декабря в городе Сухум на стадионе «Динамо» будет проходить выставочный матч между командами ФНЛ и медиалиги. Приятно отметить, что в составе обеих команд будут играть наши абхазские футболисты. Для нас это действительно очень важное, спортивное, яркое событие. Приходите на стадион «Динамо» в 6 часов вечера поддержать наших футболистов и создать футбольный праздник. Футбольная команда «Алмаз» из Сочи стала чемпионом Кубка памяти Никиты Симоняна. В финале она сразилась с сухумским «Динамо» и, забив 2 гола во втором тайме, увезла заветный кубок в Сочи. О финале, лучших игроках и Никите Симоняне расскажет Анастасия Никонова. 1 декабря на столичном стадионе «Динамо» стартовал чемпионат памяти легендарного российского футболиста, олимпийского чемпиона Никиты Павловича Симоняна. На протяжении 3 дней 8 юношеских футбольных клубов из Абхазии и России при поддержке Росатома боролись за заветный кубок. Сейчас в данный момент идет игра финальная. В финал вышли Сухумская «Динамо» и «Алмаз» Сочи. Первый тайм пока 0-0, очень напряженный матч. В принципе, мне кажется, что очень неплохо прошел турнир на хорошем уровне. О том, что в Абхазии проведут турнир на кубок Никиты Симоняна, легендарному футболисту динамовцы сообщили еще при его жизни.
Никита Павлович собирался высылать поздравительный адрес победителям Кубка, однако этому не суждено было случиться. 23 ноября Никита Симонян ушел из жизни в возрасте 99 лет. Так получилось, что я был на его день рождения. Ему было 99 лет. Мне, как выходцу из Абхазии, предоставили слово. Я ему рассказал, что у нас делается, и в плане спорта тоже, что знал, то и рассказал. Очень хорошо было воспринято общественностью, присутствовали очень многие футболисты, известные Советского Союза, России, выходцы из других республик. И вот мы решили, и мои коллеги поддержали организовать этот турнир. И великолепно, просто великолепно. Играют дети. Каждый из них приобщается к большому футболу. Никита Павлович здесь начинал. 45-46 год он играл за «Динамо». Затем был приглашен в «Спартак» и всю свою жизнь посвятил «Спартаку». Всю свою жизнь. Он стал легендарным человеком. Валерий Кердыбай, 44 года, был другом Никиты Симоняна. Познакомились они в ходе чемпионата Европы, где сборная СССР уступила голландцам со счетом 2-0, став серебряным призером. Ну, голландская команда тот год была очень сильной. Такие звезды играли: Ван Бастен, Рут Гулlit, братья Куманы, Рекар. Ну, самые лучшие футболисты по тому времени Голландии играли в этой команде. И в финале они нас выиграли. Пришли туда, обалдели. Заходим, сидит Лев Яшин, Никита Симонян. Ну вот так. И мы потом, уже все эти 43 года, все чемпионаты мира и Европы мы вместе ездили. Ну, в смысле, мы за сборную ездили. И все потом уже, когда Россия стала, ездили. Ну, конечно, это был гениальный футболист. Это уникальный футболист. И вообще он был, и как человек красивый, доброй души был. Умный, талантливый человек был, такой коммуникабельный, мудрый. В финал Кубка памяти Никиты Симоняна вышли две команды – «Динамо Сухум» и «Алмаз Сочи». Первый тайм прошел без голов, а вот во втором сочинцы забили 2 гола в ворота сухумского «Динамо» и одержали победу. Нападающий сочинского «Алмаза» Леон Ахба отметил, что победа далась нелегко. Соперник боролся до конца, отмечает юный футболист. Ну, самым сложным это соперник, потому что там через себя могут бить, пасы точно отдавать. Вратарь хороший. Ну, мне понравилось, как мы сыграли, ну и как они. Потому что они не сдавались, но мы тоже. Особо все нравится, соперник был сильным. Но удача оказалась на нашей стороне. Итак, по итогу Кубка имени Никиты Симоняна лучшим бомбардиром стал Амир Аршба из «Зенита». Лучшим полузащитником Ерик Яйлян из «Юнити». Нестор Абраванидзе из «Гудауты» стал лучшим вратарем. Давид Квициня из сухумского «Динамо» был признан лучшим защитником. И сразу 2 игрока сочинского «Алмаза» были отмечены судьями. Это Евгений Иванцов, ставший лучшим игроком, и Оскар Реус, признанный лучшим нападающим Кубка. Итак, 3-е место у команды «Зенит». Вторыми стали сухумские «Динамовцы». А кубок памяти легендарного российского футболиста Никиты Симоняна увезли в Сочи юные футболисты из команды «Алмаз». Анастасия Никонова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. Многофункциональная спортивная площадка вскоре появится в селе Мук благодаря созидателям Абхазии, грантовому конкурсу для поддержки социальных проектов, финансируемому из Российского фонда президентских грантов. Об идее проекта и его авторах в нашем следующем материале. Мы находимся вот в селе Моква, как раз на том месте, где планируется строительство спортивной площадки, мини-стадиона. С сельчанами посоветуемся, какое решение село примет, там и будет строительство. Мечта подарить односельчанам спортивную площадку, где можно будет играть в футбол и волейбол и просто укреплять здоровье, стала идеей проекта, который был презентован жителям села Мук на собрании. Мне эту идею проекта подкинул наш местный житель Тимур Надарай. Он мне рассказал то, что есть такой проект, можно поучаствовать в нем, но есть шансы выиграть. Так как мы поучаствовали вместе с ним и выиграли, мы выиграли этот проект, но это начало. Самое сейчас главное для построить и реализовать этот проект. У нас в селе, к сожалению, не было
мини-стадиона. Это современное мини-поле, на котором можно будет проводить определенные турниры по мини-футболу, на котором смогут играть дети. Ребята подали проект в Созидатели Абхазии. Грантовый конкурс для поддержки социальных проектов, финансируемый из Российского фонда президентских грантов, буквально в самый последний день, и совершенно не надеялись на победу. Но удача им улыбнулась, и вот уже в мае 2026 года в МОК должно быть завершено строительство спортивного объекта. Вместе с жителем села Лукой, молодым спортсменом, мы просто в таком партнерстве решили помочь ребятам написать этот проект с учетом просто опыта, который есть. Поэтому мы решили поддержать. И, слава богу, у нас получилось. Эксперты, как нам вчера рассказывали, эксперты выбирали проекты, эксперты отбирали, но мы учли все пожелания при написании проекта и учли и участие спортсменов в проекте, и вовлечение молодежи, которая непосредственно будет участвовать в создании этого проекта, и участие взрослого поколения. Поэтому я уверена, что у нас все получится. Очень замечательно, что фонд президентских грантов через Центр «Гарант» поддержал вот все эти проекты в Республике Абхазия. Надо сказать, что это достойные проекты. Я знакомилась вот очень внимательно с ними, со всеми. И рада, что сейчас много людей будет заняты тем, что будут созидать в своих селах, в своих городах, в своих домах. Они будут созидать. Это здорово и хорошо. Спортивная площадка не только создаст комфортные условия для укрепления здоровья, но и объединит сельчан. Позволит получить доступное пространство для занятий спортом без необходимости ездить в город. Так считают сами жители села. Представьте себе, что 8 лет, когда мы играли в волейбол, в Абхазии 3-е место занимали мы. Моква занимала по всей Абхазии. Понимаете как? Как лесные люди ходили, не имели даже места, а сейчас нас обрадовали. Детишек будем воспитывать. Есть у нас хорошие дети растут. Прекрасное дело, хороший проект для молодежи. Да не только для молодежи. Вот здесь вот чуть помладше меня, что есть, я думаю, что они тоже будут ходить на эти мероприятия. Не только посмотреть, ну такие маленькие, небольшие, детские, игральные в Сухуме сегодня во многих местах уже есть. Но когда будет это в Моквах, когда это увидит молодежь, они после школы сразу домой не побегут. Они будут оставаться. Душой болела за этот проект. Конечно, каждый переживает за свою деревню, за свое село. И хотелось бы, чтобы здесь была спортивная детская площадка, где дети могли бы отдыхать, заниматься спортом. У нас очень много молодежи, которая любит спорт. Очень многие занимаются дети в школе спортом. И поэтому это очень хорошая площадка для них. На собрании в селе Мук прошла презентация проекта, где обсуждали и готовность жителей участвовать в нем, и сроки реализации. Мы должны закончить 30 сентября. То есть не построить площадку 30 сентября. Мы планируем построить площадку до мая и дальше все летние месяцы участвовать в различных активностях, соревнованиях, которые будут наши спортсмены моковские. Выберется место, опять-таки по последовательности будут привлекаться специалисты, кто начнет строительство этого проекта. Естественно, руководить проектом будет Лука, так как он выиграл тендер, выиграл этот проект. И мы всем селом совместными усилиями, я уверен, если будет необходимость, то и глава администрации Ачамчирского района и руководство Абхазии нам помогут. В селе Мук еще много проблем, которые ждут своего решения, и вполне возможно, что начало строительства спортивной площадки и станет началом нового периода восстановления села.
Петарды, гирлянды и зажигалки на сумму более 270 тысяч рублей изъяли на Сухумском рынке. Товар был ввезен из Грузии и куплен в Гале. Об этом рассказала жительница города, гражданка Гацерелия, которая пыталась продать его на столичном рынке. В ее ручной кладе обнаружили 1440 пачек петард, 69 мотков гирлянд и 795 зажигалок. Товаросопроводительных документов не было, сообщают ГТК. Сейчас о погоде. В четверг, 4 декабря, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, атмосферное давление высокое, ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 6 до 11, днем от 12 до 17 градусов. Температура морской воды 15 градусов, волнение морской воды умеренное и слабое, относительная влажность воздуха от 50 до 70%. На этом пока все. За развитием событий следите на Абаза ТВ. До новых встреч в эфире.